Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «ПФР сообщает». И с вами я, начальник управления Пенсионного фонда в городе Канаш, Петрова Ольга Михайловна. Тема нашей сегодняшней передачи – новые виды пособий. Сегодня со мной в студии руководитель группы социальных выплат Дорничева Светлана Николаевна и руководитель клиентской службы Козлова Татьяна Александровна. 28 июня 2021 года по поручению президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича были внесены изменения в федеральный закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Но это для нас, для всех новые выплаты. И более подробно сегодня специалисты управления Пенсионного фонда нам об этом расскажут. Светлана Николаевна, пожалуйста, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, кому оно положено? Право на ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 16 лет включительно возникает у единственного родителя или у опекуна в случае, если ребенок остался без попечения одного из родителей либо обоих родителей, а также у родителя, в отношении которого по решению суда назначены алименты. Для того, чтобы получить данные выплаты, важно правильно заполнить заявление. Татьяна Александровна, пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы выплаты эти получить? Чтобы получить указанную выплату, необходимо подать электронное заявление через портал госуслуг или непосредственно обратиться в клиентскую службу управления Пенсионного фонда по месту жительства. Подать нужно только заявление. Необходимые документы Пенсионный фонд запросит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия через соответствующие органы и организации. Подать заявление, подать справки о доходах необходимо только в том случае, если в состав семьи входят военнослужащие, полицейские или служащие других силовых ведомств, или в том случае, если в составе семьи есть студенты, которые получают стипендию через учебные заведения. Во всех остальных случаях Пенсионный фонд запрашивает документы самостоятельно. К сожалению, по предыдущему опыту выплаты детских пособий мы имеем то, что зачастую заявление подается неправильно, допускаются какие-то ошибки. Татьяна Александровна, пожалуйста, вот какие ошибки встречаются в большей степени при подаче заявления? При заполнении электронного заявления через портал госуслуг необходимо, чтобы заявители указывали всю достоверную информацию, так как все ошибки при подаче заявления, вернее с ошибками, данное заявление не пройдет проверку по информационным системам. Сейчас, к сожалению, пока еще тяжело сказать, какие ошибки будут при подаче данных заявлений, потому что данную выплату мы принимаем только несколько дней. Но типичными ошибками при подаче электронных заявлений у нас являются вот следующие ошибки. Во-первых, у нас мамы-заявители неправильно указывают данные детей. То есть фамилия, имя, отчество в свидетельстве о рождении расходятся с данными электронного заявления. Встречаются также ошибки при указании номера актовой записи. В электронном заявлении необходимо указать номер актовой записи, а не серию, номер свидетельства о рождении ребенка. Также неверно указываются СНИЛС ребенка, тоже не проходит проверку в информационных системах. При подаче электронных заявлений неверно указываются реквизиты банковских счетов. Указывают в электронном заявлении очень часто заявители номер банковской карты. Нужно указать номер счета, банковского счета. В этой связи хочется еще отметить, что перечисление данных выплат, новых выплат будет производить на банковские карты национальной платежной системы МИР. То есть перечисления на другие карты, такие как Visa, MasterCard, производиться не будут. Также у нас при подаче электронных заявлений не указывают заявители номер актовой записи о расторжении брака, не полностью или неверно указывают реквизиты судебных решений о взыскании алиментов.
Поэтому к заявителям большая просьба при заполнении электронного заявления, прежде чем отправить данное заявление на обработку, еще раз проверить заполненные реквизиты и только после этого отправить заявление на обработку. Только в данном случае ваше заявление будет рассмотрено в 10-дневный срок, и вы получите данную выплату в установленные законом сроки. В том случае, если у заявителя по какой-то причине не получается отправить электронное заявление через портал госуслуг, необходимо обратиться в клиентскую службу управления пенсионного фонда. В этой связи я хочу отметить, что у нас с августа 2020 года в клиентских службах пенсионного фонда установлены приемные дни – понедельник, вторник, четверг. По понедельникам, вторникам, четвергам мы принимаем с 8 утра до 20 часов вечера без перерыва на обед. Прием в клиентских службах у нас осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефонам горячей линии. Телефоны, я напомню, 8 800 600 04 85. Это телефон контакт-центра отделения пенсионного фонда. И телефоны 2 13 89 28416 – это телефоны управления пенсионного фонда. И записаться на прием также можно через сайт пенсионного фонда. Еще раз хочу сказать, что очень важно правильно заполнить заявление. И, Светлана Николаевна, пожалуйста, по срокам, по размерам выплаты на детей и какие доходы учитываются в семье при получении этих выплат. Пособие одиноким родителям выплачивается сроком на 1 год. В дальнейшем это пособие будет продлеваться по заявлению. Размер пособия установлен в размере 50% от величины прожиточного минимума, установленного на детей в регионе, и составляет 4941 рубль 50 копеек. Для расчета нуждаемости при установлении этого пособия учитываются все доходы, получаемые в семье. Это и доходы от трудовой деятельности, доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы от самозанятости, стипендии, все виды пособий, пенсии и некоторые другие денежные компенсационные выплаты. Кроме того, при расчете, при установлении данного вида пособия проводится комплексная оценка нуждаемости семьи. В данном случае учитываются наличие квартиры одной или нескольких, если общая площадь квартиры не превышает 24 квадратных метров на каждого члена семьи. Жилой дом или несколько жилых домов, если общая площадь такого жилого помещения не превышает 40 квадратных метров на каждого члена семьи. Земельные участки, если площадь такого земельного участка не превышает 25 гектара в городской местности. Если семья проживает в сельской местности, то размер земельного участка не должен превышать 1 гектара. То есть оценка нуждаемости семьи подразумевает не только оценку доходов, но и имущества, автотранспорта, земельных участков. Полный перечень всего имущества можно найти на сайте Минтруда Российской Федерации. Еще один вид нового пособия – пособие беременным женщинам. Татьяна Александровна, пожалуйста, кому положено это пособие, его размер? Ежемесячное пособие устанавливается женщинам, ставшие на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности до 12 недель. В Чувашской республике размер ежемесячной выплаты составляет 5207 рублей. Выплата начинается с 12 недель беременности и завершается по окончании беременности. Оценка нуждаемости семьи проводится аналогично ежемесячным выплатам на детей. Татьяна Александровна, женщина имеет право подать заявление на выплату данного пособия и в более ранние сроки, чем 12 недель беременности, то есть 6, 7 недель, 8. Но здесь хотим обратить внимание, что выплата будет производиться только по достижению 12 недель беременности по документам, полученным из медицинского учреждения. Так, Татьяна Александровна? Да, все верно. Дорогие телезрители, на этом наша передача заканчивается. И я хочу еще раз напомнить, что государственные услуги, оказываемые Пенсионным фондом Российской Федерации, можно получить через портал госуслуг, на сайте Пенсионного фонда в личном кабинете и непосредственно лично на приеме в клиентской службе Управления Пенсионного фонда Российской Федерации. Всего доброго!